Это 11-й съезд Республиканской общественной организации. На повестке дня 3 вопроса. В начале встречи избраны члены комиссии Высшего совета, а руководителем АРУА единогласно утвержден Тимур Гулия. Далее перешли к 3-му вопросу – обсуждению общественно-политической ситуации в стране и за ее пределами, отметив позитивное развитие абхазо-российских отношений. Мы позитивно оцениваем динамику развития абхазо-российских отношений, которая очевидна за последние период. По сути, произошла та самая перезагрузка, о которой мы говорили ранее. Еще недавно вместо совместной работы по решению экономических и социальных задач в авангард наших отношений выдвигались сомнительные и откровенно вредные инициативы, такие как апартаментные проекты, инвестиционные соглашения и другие подобные антинародные решения. Мы тогда говорили и продолжаем говорить: отношения Абхазии и России носят стратегический характер и не должны сводиться к узкокорпоративным интересам отдельных коррумпированных чиновников и олигархических групп. И сегодня можно констатировать: нас услышали. Мы видим, что повестка изменилась, и взаимодействие выстраивается вокруг действительно важных государственных вопросов. Да, было сказано, и мы видим определенные изменения в лучшую сторону. В первую очередь это связано с вопросами взаимоотношения Абхазии и России. Действительно, те вопросы, которые в совсем недавнем прошлом будоражили все абхазское общество, сняты с повестки. Это апартаменты, земельные вопросы и многое другое. По мнению выступающих съезда, обороноспособность страны требует пересмотра. Праздничная и фестивальная повестка важна для республики, однако она должна быть сбалансирована с реальными мерами безопасности. На встрече отметили, что внешняя защита невозможна без внутреннего единства. Путь к нему лежит через открытый диалог с властью. Также выступающие добавили, что предстоящие парламентские выборы должны пройти прозрачно, став инструментом созидания, а не раскола общества. Мы обращаемся ко всем участникам политического процесса. Давайте проведем выборы достойно и открыто. Пусть именно народ Абхазии определит, кто будет представлять его интересы в столь сложное время. В противном случае это может стать фактором серьезной дестабилизации, которой необходимо избежать. Парламентские выборы – это очень серьезный этап. Он не менее серьезный и важный, нежели президентские выборы. Мы должны к ним подойти с пониманием того, что для сохранения единства нации и стабильности в нашей стране в парламенте Абхазии должны быть представлены все общественные и политические силы страны. Должен быть баланс. Мы всегда выступали против и сейчас выступаем против уличных манифестаций, против досрочной смены власти. Это оттягивает нашу страну назад. Говорили и о реформе избирательной системы. По мнению Дамира Гарзолия, для повышения политической ответственности необходимо реформировать избирательную систему, отметив, что мажоритарный принцип часто приводит к тому, что голосуют за личность, а не за программу. Также, по мнению выступавших, необходимо стремиться к сбалансированной тарифной политике и эффективному использованию государственных ресурсов, так как ориентация на интересы общества и обеспечение достойного уровня жизни людей являются ключевыми задачами для устойчивого развития страны. Разговоры о реформе избирательной системы, перераспределения полномочий не должны остаться просто разговорами. Мы ждем от парламента и президента реального продвижения в этом вопросе. Мы предлагаем перейти к модели, где законодательная власть получает реальные рычаги. Не просто согласовывать, а формировать долгосрочную повестку, контролировать бюджет и нести прямую политическую ответственность перед нами, гражданами. Эта реформа должна осуществляться параллельно с реформой избирательной системы. Сейчас у нас мажоритарная система. Победил в округе, прошел в парламент. Голосование часто идет не за программу, а за узнаваемость или громкие обещания одному конкретному двору. На съезде АРУА присутствовали и добровольцы Северного Кавказа. Они отметили нерушимость братских связей между нашими народами, а также пожелали плодотворной работы членам Республиканской общественной организации. В завершении съезда была принята резолюция, в которой говорится о необходимости общественного диалога с учетом предложений организации АРУА для вовлечения граждан в реформы, принятии закона об импичменте президента,
создание экспертной группы для реформирования вооруженных сил и повышения их эффективности, кадровых изменениях МВД, разработке проекта альтернативных источников электроэнергии и снижении тарифов для инвалидов и ветеранов. Гугл Савардания, Заур Лиев, Давид Хашик, Абхазское телевидение.